Руслан Исмаилович задел такие именно больные вопросы, которые Аллах смитится, как говорится, будут решаться. И как бы, я вам вот так вот скажу. Мое участие в Крым-Бірлігі, это уже второй год мы работаем, вот Сельтмирага. И я думаю, что у нас уже большие продвижения есть в Узбекистане. Мы проводим действительно и мониторинг, и мы, значит, обходим людей, и мы находим тех людей, стареньких дедушек, которые после инсульта, после инфаркта, которые были ранее депортированы. Естественно, привлекаем, просим содействия, значит, посол Российской Федерации, полномочный посол Российской Федерации, это советник президента также и Узбекистана и Российской Федерации. Вот. К тому же нас поддерживают в этом плане, поддержали меня, Россотрудничество в Узбекистане, это Шулюка Виктор Николаевич, потому что вы понимаете, что нужна культура, нужно хранить традиции, вот. И без этого никак нельзя, невозможно. И вот этим дедушкам, я думаю, что вот мы недавно встречались с директором телеканала «Миллет», мы даже без их ведома на свои средства покупали тарелки. И дедушка, понимаете, который всю жизнь мечтал в Крым поехать, и он уже знает, что он не поедет, и он останется на узбекской земле. Хотя бы мы ставим ему телеканал «Миллет» за свои средства бесплатно, делаем подарки, и дедушки плачут, говорят: Эдем, неужели такие еще ребята у нас остались? Мы говорим, есть у нас такие ребята. Наш крымский народ очень честный, порядочный, отзывчивый. Хоть они у себя дома, вот Крым смотрит, вы уже как бы все переехали, смогли, а в порядке где-то, скажу, 80 тысяч еще есть у нас, которые ранее, можно сказать, почти все 100% стояли, не на определенной какой-то стороне были они. Но мы проводим беседы, зовем, ходим к ним, разговариваем, ну, как бы применяем все средства, чтобы людей убедить. То, что Крым, мы, узбекистанцы, все рады, что воссоединение было. Мы не говорим, что о каких-то других вещах. Это действительно искреннее воссоединение с Российской Федерацией. И вы понимаете, в годы войны у меня отец воевал, был полковником медицинской службы. Он не был депортирован, но он был близким другом Леонида Ильича Брежнева. И по назначению его он приехал в Узбекистан и поднимал больных, тех людей, которые были депортированы. Люди слабые были, люди многие заболели. И благодаря нашему узбекскому народу, это братский наш народ, вот, это моя родина, я там родился, но корни крымско-татарские. Я хочу сказать огромное спасибо. 151 609 человек приняли, и ни одного ребенка в детдом крымского татарина не отдали узбеки. И это большой был шаг, это был шаг дружества. И мы считаем, узбекистанцы, что Россия, крымчане, узбекистанцы единые братья. И мы даже не говорим, и украинцев мы уважаем, и очень даже их любим. И скажу одно, что даже у меня мама украинка, но при этом хочу сказать, мы проводим все мероприятия, и вот открыли мы Крым-Бірлігі, благодаря вот Тимирага работаем. Аллаха шкур, эпсен крым-татарлар кели, не только крым-татарлар, даже приезжают люди, узбеки, таджики, наши друзья. Проводятся мероприятия, по 500 человек я собираю на свои средства. Застолье я делаю, шикарно. Приглашаю звезд эстрады. Ялавов приходит там. Допустим, Мухуддин Насреддинов приходит. Это вот он пишет песни для Алишера Бурхановича Усманова. Вот. Много артистов. Привлекаем, значит, и фольклор. Они приходят, вот люди просто, понимаете, получают такое великое наслаждение, что 500 человек собрались. Это не свадьба, это не день рождения, а просто халкилда, это очень приятный момент. Хотел бы поблагодарить Руслана Исмаиловича за теплые слова. Действительно, нам очень даже нравится
очень нравится, и мы приветствуем. Действительно, столько денег вложила Российская Федерация, чтобы поставить этот мост на ход. И думаю, Аллах смеется, будут поезда ходить. Если будут поезда ходить, я понимаю, все говорят, да, здесь цены дорогие, хорошо. Есть у нас в Узбекистане крупные бизнесмены, мои друзья. Когда будет транспорт, тогда будет здесь все дешевле. Почему? Я объясню. Допустим, мое мнение такое. Да, на Москву, на какие-то города, бизнесмены ставят там НДС свои 40%, потом заходят сюда, да, цены. А почему бы нам крымский народ прямой с Узбекистана сюда не поставлять, как бы скажем, не накормить, сделать достаток такой? Мы с этим согласны. Я думаю, что вот год-два, наверное, будут, наверное, да, Руслан Исмаилович, поезда ходить у нас. Это будет раньше, да. Мост тоже, я вам хочу сказать, за такие короткие сроки построили такой великолепный исторический мост. Когда-то еще Екатерина хотела такой мост сделать, но тогда технологии как бы не позволяли. Хочу сказать, что действительно какой-то путь открылся в другие города. Узбекистан, узбекские братья всегда с вами. Вот. Еще бы хотелось бы заметить, было такое обращение от узбекистанцев, конечно, мы разработали проект, согласно, вот, Руслан Исмаилович упоминал, что вышел закон о непрепятственном переселении крымских татар на историческую родину. Да, закон есть, его надо, значит, реализовать. И у нас есть, вот я даже могу озвучить эту цифру на 600 миллионов долларов. Проект, который передал, значит, в письменном виде Читамир-ага, и у нас и рабочие есть, у нас строительные компании есть. Мы найдем, я думаю, что у нас будут инвесторы, потому что люди придут, они же в поле не будут жить. Им надо поставить дома, кому-то участок надо инфраструктуру сделать, больницы, садики. Это все просто надо на высшем уровне согласовывать. И я думаю, что мы обсудим этот вопрос и Руслану Исмаиловичу в письменном виде направим это предложение наше. И хотелось бы в завершении, как бы сказать, большая благодарность вам за приглашение, за ваш теплый, действительно людской такой добрый прием. Люди очень меня принимают, я вот уже езжу в такие точки, как Бахчисарай, Судак. Вот вчера проводил как бы собрание, более 30 человек собралось. Были у нас такие темы, где они были полностью со мной согласны. Согласны именно с политикой государства и с политикой Крым-религии. И они, я думаю, там, может быть, 2-3 не осознали, которые ушли, но остальные с удовольствием где-то в порядке 2 часа меня слушали. Совершенно, там, может быть, 2-3 человека мои знакомые, а остальные это незнакомые были. И под предлогом, честно говоря, я сказал, у меня там друг похоронен, недавно он умер. Я говорю, долго сейчас. Мы пришли, почитали. А после этого сделали чаепитие и заодно поговорили. Я просто, как психолог, сделал анализ. Народ идет. Народ хочет быть с государством. Я им сказал, не надо ничего бояться. Вас защищает в первую очередь это Конституция и президент. И в любой стране это. Я думаю, что еще один наболевшийся вопрос есть. Вот, люди часто звонят. И мы занимаемся такой деятельностью. Это хорошая, добрая деятельность. Они не могут по некоторым причинам выехать и поправить могилки своих предков. И мы это делаем. Мы приходим, это делаем, и ни у кого копейки не попросили, и ни у кого не просим. И если кто-то нам руку помощи и потянет, мы действительно сделаем рукопожатие. И мы хотим, вообще-то, вот, обращение такое Читамир-ага и к вам, Руслан ага, написать, наверное, письмо президенту Российской Федерации, а также нашему уважаемому президенту Шавкату Мирзиёеву, чтобы люди могли хотя бы на вот такое благое дело не откуда-то там лететь, а один самолет
сел в Ташкенте, прилетел в Симферополь. Или из Симферополя сел и прилетел в Ташкент. Чтобы не было никаких препятствий. Спасибо.